Хочу заострить внимание, значит, на некоторых проблемах, которые вот меня задели, так сказать. Да. Одна из проблем, это которую Наира Амалия подняла, служба, значит, наших молодых людей. И я думаю, что здесь, если это правда, если это действительно так, то на наших глазах совершается преступление. Есть у нас все органы власти, в том числе военная прокуратура и так далее, и так далее. Здесь Рауль Валерьевич, наверное, где-то пометит у себя, значит, чтобы принять какие-то меры вот в этом направлении. Без всякого сомнения, надо как-то эту вещь не оставлять без реагирования. Вот, это первое. Второе. Нынешнее время немножко другое, да, та война, которая была 30 лет назад, участники, многие из присутствующих здесь участники этой войны, да, нынешнее время совершенно другая война. Вот только что я читал, значит, в одном из телеграм-каналов, да, в Екатеринбурге, по-моему, если не ошибаюсь, в детских садах уже начинают учить детей управлять дронами. Я уже не говорю о школах, да, в детских садах. А в каком состоянии у нас это, значит, находится в Абхазии? Надо посмотреть, наверное, и тут же не только Министерство обороны должно заниматься, а все общество как бы заниматься этим направлением. И должно быть сориентировано соответствующим образом, образовательная система соответствующим образом. Дальше, когда мы говорим о том, что не дай бог начнешь что-то, да, и никто не знает там, куда чего бежать, да, ну, Господи, это же вопрос выеденного яйца не стоит, по большому счету. Есть у нас военкомат, военком, все мы приписаны к каким-то военкоматам, и, собственно говоря, по этой цепочке можно передать и организовывать сборы, там, я не знаю, раз в год, наверное, какие-то сборы проходят. Это тоже совершенно не проблема. По большому счету, вот строительство государства, которым мы занимаемся уже 30 лет, да, нам казалось, что стоит закончить войну и все у нас получится, оказывается нет. Это очень сложный процесс. Мы смогли создать все государственные институты, но мы пока не смогли заставить их эффективно работать. Это безотносительно к той или иной личности. Да, у нас уже 6 или 7 президентов было за 30 лет. Это наша общая беда на самом деле. И здесь есть над чем подумать. Видимо, это тоже проблемы роста нашего государства. Потихонечку мы все-таки научимся. Но за 30 лет мы прошли очень большой путь. У нас выросло новое поколение людей. У нас получили образование в лучших российских и военных, и гражданских вузах наши молодые люди. Наша образовательная система не самая худшая на постсоветском пространстве, на самом деле, при всех ее недочетах, которые у нас есть сегодня. И это тоже надо ценить. Одна из проблем, которую я вижу, да, сегодня, вот, которые меня беспокоят, по большому счету, да, вся наша поствоенная история, да, развивается следующим образом. Оппозиция ругает власть, обвиняя ее в антинародной политике. А это все 30 лет происходит, чтобы вы знали. Еще раз повторяю, безотносительно к той или иной власти и оппозиции. Потом, значит, происходит смена, значит, оппозиция приходит к власти, власть уходит в оппозицию, меняются, значит, местами, и риторика меняется соответственно, так сказать. Ну, это все то, что вы знаете, и я тут ничего нового не открываю. Пора уже давно уйти от этой, значит, от этой ситуации, да, и научиться жить по закону. Выиграла та или иная команда выборы, да, вот 5 лет есть у них, пускай они работают, соответственно, оппозиция должна быть, без всякого сомнения, чтобы указывать на те проблемы, недочеты, недостатки, которые есть. Но делать это в цивилизованной форме. Не надо выставлять другую сторону негодяями, подлецами, конченными врагами там, и так далее. Опять безотносительно к любой власти. Это у нас все 30 лет происходит. Теперь, ну, может даже и больше даже. Сегодня, посмотрите, откройте любой телеграм-канал, ребята, посмотрите, что там пишут. Какая риторика используется.
такую риторику, а там нету абхазской риторики на самом деле. Абхазцы вот в отношении даже врага такие значит, вещи себе не позволяют, которые иногда читаешь в телеграм-каналах. Это ваши московские друзья. Как? Московские ваши. Подожди секундочку. Нас, москвичей, вы все не любите, конечно, хотя я не москвич. А кто вас любит? Да, кто нас любит, но поверьте, что здесь внутри хватает тоже героев. Почитайте телеграм-каналы, которые, значит, пишут и в одну, и в другую сторону. Опять никого не поддерживая, одну секунду, я могу свое мнение высказать? В конце концов. И если все было бы у нас хорошо, мы бы не пришли бы к этой ситуации. Поэтому объясняю, значит, опять обращаюсь к Раулю Валерьевичу как представителю власти, значит. Наверное, всем известно, уж во всяком случае власти знают, кто там, значит, и упражняется в этих телеграм-каналах и так далее. Но я честно вам скажу, такие вещи просто недопустимы, которые иногда читаешь, а читает это весь мир. Ну, ладно бы оскорбление людей, это пережить еще можно, да, уже мы все попривыкли к этому. Но ведь формируется та ситуация, которой нету. Вот здесь мы сидим уже 1,5 или 2 часа, я что-то ни разу не услышал антироссийских выступлений здесь, да. Я ни разу не услышал здесь про турецких каких-то, значит, поползновений, так сказать, и так далее, да. А почитайте телеграм-каналы. Вы все это прочитаете, то, чего нету в реальной жизни. Вы понимаете? Ну ладно, мы-то с вами знаем. Но это же все влияет на большую другую аудиторию, российскую. Это ваш москвич, жаль. Понимаете? Вот с чем надо бороться. Но начать надо каждому с самого себя. Вот это я всех вас призываю, ко всем отношусь с уважением, так сказать, да. Ну, чуть-чуть попридержите коней. На самом деле ситуация очень непростая международная.